Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Следователи возбудили уголовное дело по факту повреждения мемориала на Вечном огне в Якутске. Напомню, в средствах массовой информации опубликовали сведения о группе молодых людей, потушивших пламя на мемориале «Вечный огонь», расположенном на площади Победы в столице региона. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы и осуществляются иные неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Полицейские установили подозреваемого в незаконной добыче 2 лосей на особо охраняемой территории. По информации регионального МВД в отделении полиции по Среднеколымскому району поступило сообщение от инспекторов Минэкологии о том, что в местности, относящейся к особо охраняемым природным территориям, неизвестным лицом были разделаны 2 особи лося. На месте происшествия следственно-оперативной группой были обнаружены фрагменты диких животных. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен 32-летний житель города Среднеколымск, у которого было обнаружено и изъято разделанное мясо. Выяснилось, что 2 местных жителей во время езды на снегоходах заметили пару лосей. Один из них произвел отстрел 2 особей. Причиненный ущерб составил порядка 500 тысяч рублей. Охотничий карабин изъят и направлен на экспертизу, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Полицейские раскрыли кражу ювелирных изделий стоимостью около 150 тысяч рублей. В дежурную часть обратилась жительница города Якутска. Пенсионерка сообщила, что драгоценности украли из ее квартиры. Подозреваемым оказался ранее судимый 27-летний мужчина. Он привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Установлено, что он знал, где в квартире потерпевшая хранит ювелирные изделия. В день происшествия он был в гостях у соседки, где они в компании знакомых распивали алкоголь. Во время застолья злоумышленник, воспользовавшись тем, что хозяйка дома вышла в другую комнату, украл золотую цепочку и обручальное кольцо с бриллиантом. Сообщается, что похищенное он продал. Еще одна кража драгоценностей в Якутске. На этот раз 21-летняя девушка подозревается в краже ювелирных украшений у подруги. Местная жительница рассказала полицейским, что у нее из квартиры украли ювелирные изделия стоимостью около 100 тысяч рублей. Она отметила, что еще 2 года назад впервые обнаружила пропажу одного из ювелирных изделий и решила, что сама где-то потеряла. Но за все время у нее из дома постепенно пропали 2 пары золотых сережек, золотой кулон с рубином и золотое кольцо. Тогда она поняла, что это не случайность, и обратилась в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 21-летняя девушка, которая является лучшей подругой потерпевшей. Подозреваемая призналась, что знала, где подруга хранит свои ювелирные изделия, и решила их украсть. В течение 2 лет она периодически, когда приходила в гости, незаметно похищала украшения. По словам злоумышленницы, у нее аллергия на золото, поэтому носить драгоценности она не собиралась. Все похищенное подозреваемая сбывала в ломбардах. Полицейские выявили и задержали дистанционных мошенников, а также установили пострадавших от их действий. Неизвестные в нескольких мессенджерах выложили информацию о продаже водительских удостоверений. При этом выяснилось, что на самом деле никакими документами они не торговали, а попросту брали под этим предлогом у клиентов деньги, после чего переставали выходить с ними на связь. Примечательно, что никто из потерпевших по факту обмана в территориальные отделы полиции республики не обращался. Полицейские установили личность не только организатора преступной схемы, 29-летнего жителя Якутска, но и его подельников, а также 19 потерпевших, каждый из которых направил на указанные злоумышленниками счета различные суммы денег. Общий материальный ущерб составил порядка 1 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полиция Великобритании накрыла нарколабораторию, способную производить около тонны амфетамина в месяц. Подробности в следующем материале рассказывает Никита Конев. Британская полиция заявила, что обнаружила одну из крупнейших нарколабораторий из всех, что доводилось видеть следователям. Операция прошла в рамках рейда близ английского города Реддич во вторник. В пресс-релизе Национального агентства по борьбе с преступностью говорится, что эта нарколаборатория производила чрезвычайно большое количество амфетамина для распространения среди преступных групп по всей Великобритании. По мнению полиции, группа, стоящая за фабрикой, получала около 1 тонны наркотика в месяц. За подобный груз, по данным специалистов, преступники могли выручить на улицах порядка 10 миллионов фунтов стерлингов. Это около миллиарда рублей. В ходе операции были арестованы 5 человек. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и увидимся в следующих выпусках.